Добрый вечер. Сегодня 18 сентября, 569-й день аннексии Крыма. Время новостей на АТР. В эфире «Заман». Межфракционное депутатское объединение «Крым» Верховной Рады Украины поддержало акцию по блокаде Крыма. Об этом говорится в заявлении депутатского объединения, опубликованном на сайте блока Петра Порошенко. В частности, в документе отмечается, что более 80% продовольственного обеспечения, воды и электроэнергии поставляется в Крым из Украины. И теперь нести ответственность за полуостров должна будет Россия. Продовольственная блокада Крыма начнется 20 сентября в полдень. В Крыму резко выросли цены на продовольствие. Рыночные торговцы воспользовались информацией о продовольственной блокаде полуострова со стороны Украины и существенно повысили цены, в частности, на овощи. Российская администрация Крыма обещает жестоко наказывать таких предпринимателей. Херсонская милиция готовится к блокаде административных границ с Крымом. Заместитель начальника УМВД в Херсонской области Илья Кива сообщил, что пока милиция готовит палаточный городок, туалеты, туда подвозят воду и продукты. В Геническе сегодня прошли выборы председателя Херсонского регионального меджлиса. Им стал Ленур Леманов, директор Новоалексеевской средней школы. Все подробности в вечернем выпуске «Заман». С 1 января следующего года крымчане обязательно должны сообщить в Федеральную миграционную службу о наличии у них второго гражданства. Об этом сообщили в Российском управлении по вопросам гражданства Крыма. Кроме того, жители полуострова, которые не вышли из гражданства Украины, также должны сообщить об этом в ФМС. На это у крымчан есть 2 месяца после 1 января. Те, кто не сообщит о наличии второго гражданства, будут оштрафованы. После аннексии Крыма на полуострове существенно ухудшилась ситуация с соблюдением прав человека. Об этом говорится в совместном отчете Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Также в документе отмечается, что на полуострове значительно ухудшилось положение проукраинских активистов, журналистов и представителей крымско-татарского сообщества. Отчет миссии объемом в 100 страниц базируется на более чем сотне интервью с обычными крымчанами, общественными деятелями, журналистами и политиками. Сергей Аксенов был хулиганом. Председателя российской администрации Крыма в 1993 году отчислили из Симферопольского высшего военно-политического строительного училища за недисциплинированность. Однако в его официальной биографии значится, что он закончил училище. Народный депутат Украины Георгий Лагвинский считает, что Аксенов должен понести ответственность по российскому и украинскому законодательству за распространение недостоверной информации. Министерство обороны Украины провело проверку архивных документов и выяснило, что информация об окончании российским главой Крыма военно-политического училища не соответствует действительности. Это является составом уголовного преступления на территории Украины. Не как должностное лицо 358 статья Уголовного кодекса, часть 4, как должностное лицо 366 Уголовного кодекса. Правоохранительные органы должны дать этому оценку. Господин Аксенов проходит по нескольким делам. Ему предоставлено подозрение. Сегодня я буду в Генеральной прокуратуре. Мы будем настаивать в том, чтобы расследование этого дела проходило еще быстрее и в ближайшее время были какие-то результаты. Российская администрация Крыма хочет запустить внутреннее авиасообщение на полуострове. В течение месяца Министерство транспорта Российского Крыма разработает программу развития авиации общего назначения. Ее цель – возродить вертолетные путешествия в пределах полуострова. Первые 4 маршрута планируют запустить уже зимой следующего года. Очередная парковка вместо зеленой зоны. У Дворца пионеров в Симферополе, где растут вековые платаны, сейчас ведутся работы по расчистке площадки под очередную парковку. Все подробности в сюжете. Парковку возле Дворца пионеров в Симферополе расширят с 35 до 180 парковочных мест. Всеми работами занимается подрядчик «Крымдорстрой», сотрудники которого по неосторожности ранее оставили без интернета и телефонной связи улицу Жуковского. Сейчас для вывоза готовят бетонные вазоны, в которых раньше росли цветы. Более того, уже привезен щебень для укладки асфальта. Начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Олег Сальцин отмечает, общественных слушаний
не было. Оправдывает действия администрации тем, что столица сейчас машинами перегружена. Сейчас увеличится машин транспорта в городе в 3 раза. То есть около, я думаю, где-то, по статистике 370 у нас живет людей, я думаю, что уже 500 000 есть. И вот где-то 350 машин железных в городе есть. Людям все равно надо куда-то ставить транспорт, люди привозят детей заниматься. Поэтому для комфорта людей принято такое решение. Родителям детей, которые посещают различные кружки во Дворце пионеров, эта идея не понравилась. Они говорят, вместо парковки хотели бы видеть сквер. Олег Сальцин пообещал, что при строительстве парковки ни одно дерево не пострадает, но возмущенные люди ему не верят. Говорят, столица Крыма из зеленой и цветущей превращается в бетонные джунгли. Все родители были возмущены. Все родители и педагоги Дворца пионеров выходили в коридоры и говорили, кто неравнодушный, кто не против, выйдите, пожалуйста, и скажите свое мнение. Вы знаете, другого мнения быть не может, потому что это здоровье наших детей, это элементарный досуг наших детей, чтобы они, может быть, на переменках где-то, когда они чуть освобождаются после одной секции, идут на другую, чтобы они хоть могли выбежать, хоть немножко, понятно, здесь не подышишь хорошо, но вместо того, чтобы озеленить, они даже немножко не смогут тут побегать, они будут натыкаться на машины. А деревья погибнут, чем мы будем дышать здесь? Здесь уже и так от торговли нечем дышать. Торговых точек столько, сколько, я не знаю просто. Сколько же можно этих автостоянок уже? Это ужасно. Вот я не смогла пройти мимо. Не смогла. Полиция также заинтересовалась происходящим у Дворца пионеров. Подрядчику пришлось предъявить разрешительные документы, в которых значится сумма сметы – 8,5 миллионов рублей. Лилия Абкеримова, Нариман Капсхорло, Заман, АТР. Кому в Крыму жить хорошо? О том, как отжимают бизнес российские власти Крыма, рассказала жена бывшего руководителя уже национализированного предприятия «Крымавтотранс» Алена Грицак в видеообращении, которое она самостоятельно записала и выложила на своем канале в YouTube. В сентябре прошлого года представители самообороны Крыма заблокировали работу крупнейшего автотранспортного предприятия полуострова. Российская администрация Крыма национализировала «Крымавтотранс». Его уже бывшего руководителя Владислава Грицака арестовали за якобы злоупотребление служебным положением. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. 16 марта 2014 года я и мой супруг Грицак Владислав в первых рядах бежали на референдум проявить свой гражданский долг, отдать свой голос, восстановить справедливость, вернуть домой наш родной Крым. Те эмоции, которые мы пережили, не передать. Я жена Владислава Грицака, совсем недавно успешного руководителя одного из стратегических бюджетообразующих предприятий «Крымавтотранс», имеющий 64 автостанции по всему полуострову. Теперь он уже не бизнесмен и не руководитель. Предприятие, которое он возглавлял много лет, было захвачено вооруженными людьми из так называемой самообороны Крыма, а затем национализировано. Именно национализировано, как это совершалось в 17 году прошлого века. И как это сейчас, в начале 21-го тысячелетия, делается в Крыму. Но этого экспроприаторам показалось мало. Моего мужа посадили в тюрьму. И не потому, что он стал вдруг вором или бандитом, а потому, что его отправили туда воры и бандиты у власти, которые сначала отняли у него предприятие, а потом с помощью услужливой прокуратуры и послушных судов отправили его за решетку. Если Крым — это действительно часть России, он не должен превратиться в черную дыру, в территорию беззакония и чиновничьей вседозволенности. Поэтому я все еще надеюсь увидеть своего мужа на свободе. Лучший из лучших. Спектакль «Аршин Малалан», поставленный Крымско-Татарским театром, завоевал гран-при на фестивале «Театр Чехов Ялта». Кроме этого, были победы и в отдельных номинациях. Артисты 13 театров из Казахстана, Армении, Турции, Ирана, России боролись за звание лучшего на 7-м международном фестивале театрального искусства «Театр Чехов Ялта». Представители Крымско-Татарского театра продемонстрировали спектакль «Аршин Малалан» режиссера-постановщика Рената Бекташева.
В итоге этот спектакль победил в номинации «Лучший музыкальный спектакль», а в итоговом голосовании члены жюри единогласно признали эту постановку лучшей на фестивале. Для нас, конечно, это было неожиданностью, потому что было очень много спектаклей, очень профессиональных спектаклей. Сначала дали нам 3 диплома, а потом в самом конце, когда мы не ожидали, нам дали гран-при. Мы гордимся этой наградой. Мы рады, что наш театр оценили. Специальной наградой был отмечен актер театра Эльдар Джелилов за лучшую мужскую роль второго плана и артистическое обаяние. Эльдар отмечает, это не только его успех, это успех всего коллектива. Каждый сам по себе не может там. То есть барликол маркерик. Вместе должны быть и друг другу помогать. То есть от коллег очень много зависит на сцене. То есть и от этого то, что ты показываешь, то, что ты умеешь, и когда коллеги с тобой в тандеме, тогда как бы твоя роль обогащается, и ты ее полностью можешь показать. То есть ты полностью можешь импровизировать, можешь хорошо себя чувствовать, можешь сказать зрителю то, что ты хочешь сказать. Актеры отмечают, эту награду они посвящают своему народу. Еще раз доказательство того, что мы существуем на высоком уровне. То есть наша культура, телевидение, театр, они выходят на высоком уровне, и мы каждый раз это доказываем. Скандальный митрополит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Павел записал видеообращение, где он угрожает украинским журналистам расправой за то, что они ему якобы надоедают. В обращении к работникам СМИ митрополит называет журналистов иродианами. Владыка Павел неоднократно попадал в громкие скандалы. Несколько недель назад его автомобиль ценой в 4 миллиона гривен Mercedes-Benz S600 припарковался в неположенном месте. Патрульная служба Киева сделала ему замечание, однако это вызвало недовольство священнослужителя. Ваш водитель нарушил сегодня. Ничего, слава Богу. Поехали. Выскакивают из-за деревьев, выскакивают из машин, толкают свои телефоны в уста, чтобы им ответил я то, что они хотят услышать. Я знаю, что это заказ. Я знаю, что они исполняют чью-то волю. Я журналистов уважаю и со всеми общаюсь, те, которые имеют чистую душу и сердце. Следующее, если будут такие нападки, я просто сделаю так, чтобы все же таки мое недостойное поведение, по их мнению, воздало им старицей. Сколько вам иуды платят, когда вы приходите на эту святую землю, чтобы опорочить монашество? На этом пока все. Но после замана в 20:00 не пропустите новый проект нашего канала «Нам Крыш Ньюс». Очень смешные новости. Хорошего вечера, приятных выходных. Оставайтесь с нами.